которые во время вебинара, допустим, нам нужно что-то еще в электронном виде срочно посмотреть, и у нас открыты диалоговые окна, то, конечно, бывает, что микрофон случайно включается. Поэтому прошу помнить об этом, и если мы будем слышать фон, то тоже буду обращаться к вам с этой просьбой. Итак, уважаемые коллеги, для того, чтобы мы с вами приступили к работе, мне нужно будет переключиться на презентационные материалы, поэтому сейчас прошу посмотреть, будет ли у вас изображение. В этот момент видео вы наблюдать не будете, мы будем работать с вами только с изображением. Поэтому посмотрите, пожалуйста, чтобы у вас появилось изображение. Если что, уважаемые коллеги, если его не будет или оно не будет сменяться, я прошу подключить микрофон и прям называть, какая техническая проблема сейчас у нас есть. Итак, уважаемые коллеги, переходим к теме нашего вебинара. Мы с вами сегодня рассматривать будем основное содержание и блоки умений, которые проверяются в рамках всероссийской проверочной работы по русскому языку на уровне основного общего образования. Уважаемые коллеги, напоминаю, что это линейка вебинаров, и один из вебинаров, который тоже был посвящен вот как раз и российским проверочным работам в аспекте результатов, которые были показаны детьми в 2021 году, уже был проведен. И мы с вами сегодня продолжаем эту линейку и будем говорить, в частности, о развернутых ответах. И вот во второй половине этого вебинара будут представлены принципиальные подходы к тому, как работать с текстом. А дальше уже 22 числа эти вебинары будут продолжены, и мы будем с вами говорить о развернутых ответах, тоже связанных с работой с текстом, но уже не с чтением текста, а с созданием своего текста. Итак, уважаемые коллеги, напомню, что образцы и самое главное для нас, для учителей, описание проверочных работ для проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году размещены на сайте Федерального института оценки качества образования. Вот обращаю ваше внимание на то, что когда мы с вами открываем, собственно, образец и описание, нам кажется, что ничего существенного в структуре и в содержании работ по русскому языку не изменилось. Но на самом деле, коллеги, вот если сравнивать между собой 2020 год, 2021, 2022 год, то мы, конечно, с вами наблюдаем изменения в подходах к формулировке заданий и к отбору текстов. Мы с вами замечаем, что сами формулировки заданий и тексты, конечно, расширяются и по стилям речи, по функциональным стилям речи, которые предлагают детям для анализа, и, разумеется, по типам речи. Вот на это нужно обратить внимание и с точки зрения текста, который дети списывают, а на уровне основного общего образования у нас первое задание связано со списыванием текста, и об этом задании, о его специфике мы сегодня тоже будем говорить. Ну и изменяются, конечно, подходы к отбору текстов, которые дети анализируют. Вот на это нужно обращать внимание. И по сути, если мы с вами обращаемся к демонстрационным вариантам разных лет, то мы, конечно, можем накопить вот такую методическую копилку, прошу прощения за повтор, которую можно использовать в работе, учитывая функциональные стили речи и типы речи. Коллеги, обратите на это внимание, пожалуйста, потому что мы с вами понимаем, что составители всероссийских проверочных работ очень четко, строго работают с содержанием русского языка на уровне основного общего образования и как раз акцентируют внимание на том, какой тип речи, какие стили речи, какие модификации текстов дети должны были изучить за этот учебный год. То есть специалисты, которые разрабатывают всероссийские проверочные работы, конечно, анализируют и те учебники, учебные пособия, которые используются в Российской Федерации, и, разумеется, основные образовательные программы. То есть они ориентируют нас на то, чтобы мы с вами четко следовали планируемым результатам, которые заявлены в этом учебном году на этом содержании, предметном содержании. Вот на этом хочу акцентировать ваше внимание, хотя, конечно, прекрасно понимаю, что многие из вас
с этими образцами и описаниями уже и сами познакомились как учителя, и постепенно стали вводить детям. Мы с вами понимаем, что для того, чтобы подготовить детей, нужно работать с каждым отдельным типом задания на уроках и вводить его постепенно. Каждый тип задания и группы заданий. Ну вот теперь давайте мы с вами как раз и на эти группы заданий обратим внимание. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что всероссийские проверочные работы в первую очередь позволяют определить уровень орфографических и пунктуационных умений учащихся. Это значит, что буквально на каждом уроке у нас должны быть предусмотрены орфографические и пунктуационные разминки. Они должны быть очень локальными и на этапе актуализации, и на этапе включения в систему знаний. Мы с вами понимаем, что эти разминки должны быть небольшие по объему, но при этом мы с вами должны на каждый урок подбирать разные орфограммы и пунктограммы, которые детьми изучены. И вот теперь, если мы будем анализировать свой опыт, мы, конечно, понимаем, что иногда бывает, когда мы начинаем работать в 8 классе, мы как раз и в меньшей степени уделяем внимание орфограммам, изученным орфограммам, потому что 8 класс ориентирован на изучение синтаксиса простого предложения, а мы должны с вами помнить, что вот как раз к 8, тем более 9 классам ребенок уже знает все основные виды орфограмм в русском языке, и их, конечно, постоянно нужно актуализировать. Это могут быть мини-самодиктанты, но гораздо важнее развернутые ответы учащихся. Допустим, в 7 классе вы изучаете деепричастные обороты. Мы понимаем, что с точки зрения деепричастия дети изучают не так много орфограмм, и одна из них – это, например, написание «не» с деепричастиями. И тем не менее, тогда, когда вы просите детей при помощи деепричастных оборотов рассказать о том, как они сейчас на зимних каникулах или на зимних выходных совершили лыжную прогулку, мы как раз и можем с вами проверить то, насколько дети владеют изученными орфограммами, например, написанием гласных в корнях проверяемых, непроверяемых и чередующихся. И вот для того, чтобы точно убедиться в том, что дети будут использовать эти слова, мы можем им предложить эту тематическую группу слов. Итак, коллеги, мы с вами понимаем, что всероссийские проверочные работы содержат в себе самодиктанты, и подготовка к этим самодиктантам, разумеется, должна вестись в течение каждого урока. Иначе мы с вами понимаем, что вот эту сумму орфографических правил и пунктуационных правил повторять с детьми потом, например, в марте, в конце марта или в начале апреля, достаточно сложно. Коллеги, мы с вами понимаем, что всероссийские проверочные работы не случайно ориентируют детей на проведение грамматических разборов. В основе орфографических правил лежат фонетические принципы и, конечно, фонематические принципы. Разумеется, тогда, когда мы объясняем орфографическое правило, во многих случаях мы с вами обращаемся к частям речи, то есть мы учитываем морфологический принцип тоже. Поэтому эти разборы не случайны. Это вот не какая-то пустая работа, которую дети проводят. Тогда, когда они занимаются фонетическим разбором, они, конечно, размышляют о том, какие звуковые явления они будут использовать тогда, когда будут говорить о написании приставок в русском языке. Тогда, когда они проводят морфемный разбор, они привыкают к тому, какие группы суффиксов характерны для причастий, какие группы суффиксов характерны для прилагательных, существительных, глаголов. То есть их взгляд, да, их опыт ориентирован на то, чтобы запомнить эти группы суффиксов, эти группы изменяемых и неизменяемых в русском языке приставок, приставок, которые зависят от лексического значения и которые зависят от других условий правописания. То есть эти разборы должны тоже быть неотъемлемой частью нашей работы, и мы к ним должны обращаться не случайно. А вот как раз тогда, когда ребенок затрудняется в объяснении, допустим, написания окончания в прилагательном или в причастии, или тогда, когда он ложно выделяет окончание в деепричастии или в наречии,
Вот тогда мы с вами как раз и должны обращаться к этим разборам, чтобы еще раз объяснить детям, что эти разборы нужны нам как раз для того, чтобы определиться в том, как мы употребляем эту часть речи и с точки зрения грамматических норм, и с точки зрения орфографических норм. Уважаемые коллеги, безусловно, в основе использования пунктуации, употребления знаков препинания в русском языке лежит синтаксический разбор. Без проведения синтаксического разбора, конечно, объяснить условия постановки запятых, точек с запятой, тире, двоеточия, знаков препинания при прямой речи достаточно сложно. Поэтому и синтаксический разбор тоже должен быть на наших уроках не только в 8 классе, когда мы изучаем синтаксис простого предложения и синтаксис словосочетания, не только в 5 классе, когда у нас есть пропедевтический курс, но и во всех классах. Вот обратите внимание на то, что сейчас время, которое у нас осталось до проведения всероссийских проверочных работ, мы с вами должны использовать таким образом, чтобы у учащихся была возможность к этим разборам обращаться для того, чтобы обосновывать свою точку зрения. Ну, например, вы дали детям сложные предложения, сложно сочиненные сочинительными союзами, и предложения с однородными членами, тоже сочинительными союзами. И вот как раз формулируйте задание таким образом, чтобы дети не только расставили знаки препинания, но и обосновали свой выбор, объяснили постановку знаков препинания, проведя синтаксический разбор. И таким образом мы понимаем, что дети больше внимания будут обращать на схемы, на графические обозначения, на модели предложения, потому что вот как раз в 5, в 6 классах им и нужно работать с предложениями сложными, сложно сочиненными, с предложениями с однородными членами и с предложениями, в которых есть прямая речь. И мы с вами знаем, что еще в 5-6 классе детям предлагают предложения с обращениями. Ну и мы понимаем с вами, что в 7 и 8 классах дети, конечно, дополняют свои представления о структуре простого предложения и работают уже с обособленными оборотами. Итак, уважаемые коллеги, обратим внимание на то, что грамматические разборы необходимо использовать не ради проведения разбора, а для того, чтобы дети понимали, для чего им эти разборы нужны, как эти разборы помогают осваивать русский язык и как они помогают повышать грамотность, элементарную грамотность. Коллеги, мы с вами знаем, что в 7 и 8 классах у детей есть такой вид работы, как орфографический анализ. Этот орфографический анализ у нас блочно появился в 9 классе. Вот как раз посмотрите, для того, чтобы дети были готовы потом в 9 классе на основном государственном экзамене по русскому языку справляться с этим орфографическим анализом, он, конечно, этот анализ появился и во всероссийской проверочной работе. Коллеги, посмотрите, очень важно, чтобы при проведении орфографического анализа дети тоже обосновывали. Особенно при работе с предлогами и союзами. Детям нужно различать амонимичные части речи. И вот тогда, когда ребенок как раз и прописывает предлог это или это деепричастие, например, несмотря, да, одно дело несмотря на бегущих людей, и другое дело, несмотря на болезнь, допустим. И вот когда ребенок обосновывает, когда это деепричастие, а когда это производный предлог, он как раз еще раз вспоминает признаки частей речи. А вот эти признаки частей речи ведут нас к морфологическому разбору. И если мы чувствуем, что ребенок затрудняется, значит, мы можем ему предложить план морфологического разбора как опору. И вот с помощью этой опоры ребенок вспоминает эти грамматические признаки и, собственно говоря, определяется с правописанием. Но уж если мы с вами говорим о правописании одной и двух «н» в суффиксах разных частей речи или о правописании не с разными частями речи, то здесь тем более нужно обратиться. Уважаемые коллеги, какой-то вопрос? Прошу прощения. У нас кто-то просто с микрофоном, и если есть вопрос, задайте. Давай, я бы на самом деле
вообще бы с ними пообщался как бы на предмет того, чтобы они наши выключатели там отстояли и не пускали никого Ага, других. я прошу прощения, это, по всей видимости, Потому не к что нам, коллеги. полезут сейчас изо всех Прошу дыр. прощения, да, по всей видимости, это кто-то вот пока тоже в эфире. Итак, уважаемые коллеги, продолжу мысль. Мы говорим о правописании разных частей речи, и мы понимаем, что здесь, конечно, лежит в Надо основе этих подстраховаться. правил морфологический принцип. Уважаемые Конечно. коллеги, продолжим. Напомню, что в структуре оценочных материалов Всероссийской проверочной работы по русскому языку у нас, конечно, есть и орфоэпические нормы, в частности, они есть в 5, 6, 8 классах. И вот как раз напоминаю вам о том, что орфоэпические нормы усваиваются гораздо лучше не тогда, когда дети заучивают списки слов, а тогда, когда они группируют эти слова, тогда, когда они используют эти слова в предложениях. Конечно, от учителя требуется время для того, чтобы эти тематические группы слов подготовить. Но, тем не менее, тогда, когда мы насыщаем тексты вот этими словами, в которых нужно проверить орфоэпическую норму, то, конечно, детям понятным становится, для чего мы, в принципе, с вами эти орфоэпические нормы изучаем и в каком контексте мы можем потом эти слова употреблять. Уважаемые коллеги, обратите внимание еще на одно задание, которое дети выполняют сложно. И сложность возникает из-за того, что им нужно учитывать контекст. Уважаемые коллеги, согласимся с тем, что очень часто морфологические разборы дети проводят тогда, когда мы им даем слово или словосочетание, чуть реже, когда дети берут слово непосредственно из предложения, но они его выписывают. А вот в контексте, когда внутри предложения или в группах предложений, в целом абзаце или в мини-тексте, вот, конечно, эта работа вызывает затруднения у детей. Поэтому, уважаемые коллеги, рекомендую практиковать такую работу, когда детям нужно из, допустим, мини-текста, небольшого текста, выписать только качественные прилагательные или выписать только порядковые числительные при этом. Пусть их будет всего 3-4 этих числительных, но при этом дети заодно, когда будут писать эти числительные словами, а не цифрами, заодно вы еще и повторите грамматические нормы их употребления. Итак, коллеги, обратим внимание на то, что это задание вызывает затруднения потому, что детям нужно работать с контекстом, а значит и нам нужно давать, формулировать задание так, чтобы дети искали в контексте, в группе предложений, ту часть речи, которая сейчас, сегодня, на этом уроке будет нами, допустим, изучаться. И, например, мы будем эту часть речи изучать с точки зрения того, какую орфограмму мы будем учитывать при написании, при употреблении этой части речи. Итак, уважаемые коллеги, это тоже может быть и на этапе актуализации, и на этапе включения в систему знаний. Уважаемые коллеги, напомню, что в 6 классе, в 7-8 классах у нас есть задание на применение грамматических норм. И вот в этом смысле обращаю ваше внимание на учебник Разумовской, на учебник Львовых по русскому языку, в которых у нас как раз и есть блоки, отдельные разделы. После изучения частей речи отдельные разделы, посвященные, собственно, употреблению частей речи. Обратите внимание, если будете работать с этими учебниками, на то, как эти разделы построены. Сначала ребенок наблюдает за тем, как употребить количественное числительное, и чем склонение количественных числительных отличается от порядковых числительных. Дальше он учится с помощью подсказок, алгоритмов и сам употреблять, например, количественные, порядковые, числительные, ну и собирательные, конечно, в том числе и составные, и сложные числительные. Ну а дальше уже есть задание на корректировку возможных ошибок. То есть сначала ребенок смотрит на то, как употребляется правильно эта часть речи. Он изучает образцы, в том числе и из художественных произведений, и из научно-популярных текстов. Потом он соотносит свою работу с образцами, и только потом он учится находить и корректировать ошибки. Вот это очень важный путь для методики преподавания.
И этот путь нужно учитывать, потому что это правильный путь формирования грамматического умения учащегося. Очень часто бывает в практике, что учитель сразу предлагает находить ошибки. Вот только находить и называть эти ошибки. А на самом деле важно, чтобы ребенок видел, как правильно употреблять, сам пробовал поставить в ту или иную форму, например, существительное во множественном числе в родительном падеже, и только потом уже находить и корректировать ошибки. Потому что если ребенок не будет корректировать грамматические ошибки, вряд ли он вообще запомнит, как эта ошибка выглядит и почему она в речи возникает. Уважаемые коллеги, следующий блок в структуре всероссийских проверочных работ – это, конечно, блок, связанный с анализом предложения. И посмотрите, как этот блок связан с основным государственным экзаменом и с единым государственным экзаменом. По сути, во время экзамена, выполняя экзаменационную работу, выпускники 9-11 классов тоже выполняют этот вот анализ предложения. В 5 классе это предложение с прямой речью, в 6 классе это предложения, в которых ставится тире между подлежащим и сказуемым, ну и, наконец, в 8 классе это характеристика односоставного предложения, это работа с грамматической основой, и это, конечно, предложения с осложняющими компонентами. Посмотрите, здесь нет 7 класса, потому что в 7 классе есть другие задания, 7 класс более насыщен, конечно, заданиями, которые ориентируют на систематизацию частей речи, потому что в 7 классе мы завершаем изучение раздела «Морфология». Поэтому, уважаемые коллеги, это не означает, что в 7 классе не нужно проводить анализ предложения. Напротив, когда в 7 классе игнорируется анализ предложения и игнорируется работа по обоснованию условий постановки знаков препинания, то мы, конечно, видим, что в 8 классе резко снижаются результаты. Вот если сравнивать, да, 6 класс ВПР и потом 8 класс, мы видим, что именно по блоку синтаксиса, пунктуации, резкое снижение. Хотя будем говорить о том, что грамматические основы, которые предлагают детям в 8 классе в рамках ВПР, не очень усложнены по сравнению с 6 классом. То есть нельзя говорить, что здесь только из-за усложнения падают результаты. Не только из-за этого, но еще и из-за того, что в 7 классе недостаточное внимание уделяется этому вопросу. Коллеги, мы с вами знаем, что только в 8 классе проводится анализ словосочетания. И опять же, чтобы ребенок справлялся с этим анализом словосочетания, умел различать структуру словосочетания, у нас в практике должно быть как можно больше заданий на моделирование словосочетаний и на обоснование того, какой тип словосочетаний сейчас более уместен. Ну, например, если мне нужно на фотографии, по фотографии описать осеннюю погоду, что будет преобладать, какой тип словосочетания? Это будут именные словосочетания или глагольные? Это будут словосочетания, построенные по типу согласования или по типу управления? Может быть, здесь можно будет применить словосочетание по типу примыкания? Конечно, мы не сразу дадим детям такое задание. Мы сначала позволим им поработать с фотографией, чтобы они ее рассмотрели, записать свои примеры. И только потом мы можем связывать этот блок обобщения в 8 классе вот как раз с типами словосочетаний и говорить о том, что для типа речи описания в большей степени характерны, конечно, словосочетания, построенные по типу согласования, хотя если ребенок употребляет словосочетания, построенные по типу управления, и соединяет между собой существительное и существительное, по сути, определяемое слово и несогласованное определение, то, конечно, и эти словосочетания тоже можно в описании использовать. Уважаемые коллеги, напомню, что у нас во всех классах, кроме 8, есть пунктуационный анализ. И вот как раз в рамках пунктуационного анализа детям нужно давать обоснование, то есть не просто выписать предложение, но еще и обосновать свой выбор. И это означает, что как раз в рамках домашних заданий, тогда, когда мы с вами даем, например, из учебника упражнения, мы должны это задание и тоже включать, для того, чтобы дети справлялись с этим обоснованием и понимали, а как выглядит обоснование.
То есть, по сути, это утверждение, построенное в научно-популярном стиле, то есть стиль речи будет научно-популярный. Вот из каких компонентов должно состоять обоснование, детям тоже важно знать. То есть они должны понимать, что в обосновании они называют тип предложения, называют конструкцию, которую они привели. Они могут даже для усиления, особенно тогда, когда мы готовимся к всероссийским проверочным работам и отрабатываем это умение, они могут для того, чтобы усилить свое обоснование, даже выписать эту конструкцию. Я, в частности, своим ученикам часто это рекомендую делать, потому что это потом мне позволяет убедиться в том, действительно ли дети видят вводное слово. Может быть, это и вовсе обращение. У меня были в практике такие примеры, когда дети вместо вводного слова выписывают обращение, но при этом говорят о том, что они выделяют сейчас вводное слово. Итак, дети могут выписать тот компонент осложняющий, который вы как раз определили в этом предложении. Ну и, разумеется, дальше говорить о том, где этот компонент расположен. Ну вот это касается обособленных определений в большей степени, нежели обособленных обстоятельств. Уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что следующий достаточно серьезный блок – это смысловой анализ текста. И вот здесь вы тоже видите, как распределяются задания, связанные со смысловым анализом текста по классам. И мы с вами понимаем, что в каждом классе нужно определять основную мысль, коллеги. И вот как раз эта тщательная работа по определению основной мысли готовит учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Потому что эта работа потом позволяет учащимся правильно определить позицию автора по отношению к той проблеме, которая поднята в тексте. Сейчас они, конечно, учатся определять основную мысль по отношению к теме, но механизм определения основной мысли подобен тому механизму, который потом дети будут использовать для того, чтобы работать с текстом в 11 классе. Коллеги, во всех классах есть задание, связанное с извлечением информации. В 5 классе условно можно говорить о том, что дети извлекают в основном фактуальную информацию. А вот в 6-7 классах это уже концептуальная информация, которая позволяет оценить отношение автора к тому, о чем говорится в тексте. Уважаемые коллеги, разумеется, дети работают с типом речи. И вот в 6 классе они еще и составляют план текста. Ну и в 8 классе у нас добавляются средства выразительности. А это означает, что в 5, 6, 7 классах нам нужно вот как раз накопить это умение отличать сравнение от эпитета, эпитет от олицетворения, олицетворение от метафоры, правильно находить фразеологизм, понимать, что сейчас перед нами просторечие, и это просторечие сейчас стало средством выразительности, потому что это речевая характеристика героя. Коллеги, постепенно, понимая, что в 5, 6, 7 классах этого задания нет, но тем не менее, понимая это, мы с вами должны накапливать умения, потому что осознаем, в 8 классе все это блочно повторять достаточно сложно, много времени занимает, а это значит, в 5, 6, 7 классах у нас должны быть промежуточные, короткие работы, практикумы, чтобы дети работали с отдельным средством выразительности. И вот очень хорошо в 5 классе при изучении существительных работать со сравнениями, потому что большая часть сравнений, конечно, выражается при помощи существительных, в том числе и при помощи союзов, подчинительных союзов, но и при помощи существительных, которые мы употребляем с вами в творительном падеже. Безусловно, в 6 классе и в 5 классе хорошо работать с эпитетами и с олицетворениями, потому что мы как раз с вами изучаем глаголы и прилагательные подробно. А вот в 7 классе нужно акцентировать внимание на причастиях, идее причастиях и определять, причастие, идеи причастия каким средством выразительности могут стать в предложении, если они употреблены не в прямом, а в переносном значении. Уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что у нас есть еще один тип задания, который тоже имеет отношение к смысловому анализу. Это лексический анализ слова. И как раз дети затрудняются здесь не столько с анализом стилистической окраски, сколько вот с определением значения слова, с формулировкой значения слова.
Это значит, что такой тип задания тоже должен у нас появляться. И смотрите, коллеги, ну вот, допустим, если мы соединим все блоки, мы понимаем, что мы можем предложить детям некий орфографический диктант в начале урока и повторить орфограмму. Потом мы можем предложить детям, чтобы они часть слов использовали в своем предложении и провести анализ этого предложения. А далее, собственно говоря, мы можем предложить поработать детям с этими же словами, но уже с подбором антонимов, с определением стилистической окраски слова и, разумеется, с определением лексического значения. Ну, конечно, это будет немного слов, потому что мы понимаем, что этап актуализации очень локальный, и нам он нужен не только для того, чтобы обобщить умения, но еще и для того, чтобы потом выйти на пробное задание и определить тему урока. Коллеги, ну и, наконец, еще одно задание, которое есть в структуре оценочных материалов, это, конечно, связанное монологическое высказывание. На уровне основного общего образования это связанное монологическое высказывание предлагается детям только в 6 классе и в 7 классе. И в 6 классе это объяснение смысла фразеологизма, сложное задание, достаточно сложное. И в 7 классе это объяснение смысла пословицы. Коллеги, а вот если мы с вами проведем ниточки и постараемся понять, почему эти задания появились в 6-7 классах, то мы, конечно, осознаем, фразеологизм, пословицы – это вот тот опыт, который накоплен в нашей культуре, и это как раз тот опыт, который дети могут использовать в итоговом собеседовании, при написании задания 9.3 в 9 классе и, разумеется, тогда, когда переходят к своему обоснованию на ЕГЭ по русскому языку. То есть абсолютно все задания, которые продуманы во всероссийских проверочных работах, они пошагово, постепенно готовят учащихся к тому, чтобы они овладели разными видами речевой деятельности. То есть они очень и очень скрупулезно отобраны, уважаемые коллеги. Ну вот теперь посмотрите, пожалуйста, по сути, тот же материал, который был у меня представлен в более таком текстовом виде, сейчас перед вами представлен вот в формате таблицы. И вот учителю, который работает на уровне основного общего образования, очень важно такую таблицу под руками иметь, чтобы понимать, где, как, что приращивать, какой материал нужно упоминать, помнить о нем, обобщать его, и что приращивается каждый учебный год. Вот посмотрите, да, одинаковым цветом выделена орфография, одинаковым цветом выделены разборы, одинаковым цветом выделены раздел морфология, задания по морфологии и так далее. Да, все уже зачитывать не буду, потому что вы понимаете, что здесь материал тот же самый. Это просто пример структурирования этих заданий как шаблон для учителя. Ну, теперь, уважаемые коллеги, вот это вот как раз работа с текстом, как она выглядит, эта работа с текстом. И мы с вами понимаем, для того, чтобы готовить ребят к всероссийским проверочным работам, мы с вами должны тщательно отбирать содержание, разумеется, продумать, как это содержание уместить в рамках одного урока при изучении других тем, какие наиболее эффективные средства подобрать. То есть будут ли это типовые задания по форме всероссийских проверочных работ или это все-таки будут обучающие пошаговые задания, когда дети имеют возможность использовать алгоритмы, потому что удерживать в голове такой объем материала достаточно сложно. Это особенность подросткового возраста, когда запоминание в механическое переходит сложно, то есть повторов должно быть много и опор, вспомогательных опор у детей тоже должно быть на уроке много. Уважаемые коллеги, мы теперь с вами обратимся к разным видам работы. В основном это будут работы развернутые, то есть работа с текстом. И вот давайте мы с вами посмотрим на списывание текста. Это первое задание. Коллеги, на что нужно обратить внимание? Это самостоятельная работа учащегося с текстом. И, как правило, с этим видом работы тяжело справляются те дети, которые не понимают механизм этой работы, не умеют планировать списывание текста. А на самом деле мы, конечно, с вами осознаем, что сначала детям, и это можно практиковать в классе, чтобы потом дети это попробовали дома, но если вы даете на дом такую работу, то объем должен быть минимальный.
Даже в 8 классе это могут быть всего-навсего 3-4 предложения. Мы с вами понимаем, да, что мы не можем переносить урок в домашнее задание. Итак, уважаемые коллеги, первый шаг при подготовке к списыванию текста – это внимательное чтение текста. Ребенок должен понять, о чем этот текст. Если ребенок не будет этого понимать, он и анализ слов и предложений проводить не будет. Это действительно будет механическое списывание без погружения в лексическое значение слов, которые у нас даны с пропусками, и без погружения в структуру предложений. А на самом деле текст и сам, конечно, будет вести ребенка. То есть если ребенок перед списыванием текста вместе с вами в классе говорит о том, что перед ним лежит текст повествования, и в нем говорится о действиях героя, и эти действия переданы при помощи однородных членов, то, конечно, он это будет учитывать при списывании. То есть он уже будет внимательно смотреть на структуру предложений. То есть, коллеги, кажется, что это очень такой простой шаг, а на самом деле он очень важный, и он приучает детей мысленно привыкать к этому виду работы. Итак, сначала мы учимся с детьми читать текст и вслух, и про себя, говорить о том, что в этом тексте передано. Конечно, это не смысловой анализ, но тем не менее мы проговариваем, о чем этот текст. Мы предварительно проговариваем, какие могут нам встретиться предложения. Это не говорит о том, что мы всему классу сейчас подсказываем, да, какие знаки препинания расставить. Нет, мы говорим о том, какие типы предложений нам встретились. И один ученик, например, может сказать, что он видит сложное предложение. Другой ученик может сказать, что он видит предложение с обращением. И третий скажет в 7 классе, что он уже видит предложение, допустим, с междометием. Коллеги, это не означает, что мы подсказали. Мы обратили внимание на то, что такие типы предложений есть, а значит, их нужно будет найти в этом тексте. Коллеги, следующий шаг – это непосредственно работа, тщательная работа с пропущенными орфограммами. Вот как раз в классе мы приучаем детей к тому, чтобы они обозначали, а в какой морфеме пропущена эта орфограмма, чтобы потом при списывании понимали, сейчас я работаю с корнем, я должен понять, от чего зависит написание этой корневой гласной, можно ли ее проверить, или ее невозможно проверить, это словарное слово, или это чередующаяся гласная, или я сейчас работаю с приставкой, или я работаю с окончанием, или со слитным дефисным раздельным написанием слова. Это второй шаг. И третий шаг – это, конечно, вот работа с моделями предложений. Имеется в виду, что, коллеги, мы не говорим вот номер предложения, а мы просим на доске зарисовать модель этого предложения, то есть схему этого предложения, чтобы дети вспомнили, вот так выглядит сложное предложение, и нам оно в тексте встретится. Обратите внимание, найдите его, это сложное предложение. И вот только после такой специфической подготовки мы говорим детям о том, что мы готовы списывать текст. И вот если мы такую работу планируем на урок, то мы, конечно, понимаем с вами, что нам нужно отобрать текст небольшой, чтобы дети вместе с нами прошли через эти шаги, поняли план работы и потом уже могли списывать этот текст, но чтобы время хватило детям, чтобы они почувствовали свою успешность, поняли, что вот действительно план такой нужен, он в голове сложился, можно по этому плану действовать. Итак, уважаемые коллеги, смысловое чтение – это основа для работы перед списыванием текста. А дальше, коллеги, напомню вам, что у нас есть орфографические нормы, которые дети изучают в 5-6 классах и в 7-8, по сути, классах. В 8 классе уже только вот повторяют тогда, когда изучает вот как раз простое предложение. Уважаемые коллеги, какие мы здесь можем рекомендовать задания? Это, конечно, работа с алгоритмами, то есть мы определяем и часть речи, и морфему, мы выбираем правила в том смысле, что опора детям нужна. И вы можете детям дать перечень избыточных условий, если вы чувствуете, что дети готовы. Если нет, то не увеличивайте задание.
Дайте им в готовом виде эти условия. Напомните это правило. Выведите его на экран или дайте возможность на распечатке детям познакомиться еще раз с этими условиями. И вот посмотрите, дети выбирают условия. Это ведь тоже очень важный шаг. Выбрать условия для раздельного написания наречий. Это не есть списывание. Это вот как раз обобщение орфографических правил. И вот когда такая опора перед глазами есть, то, конечно, учащийся понимает, что сейчас он работает с конкретными условиями, и эти условия могут быть в том числе и в виде таблицы. То есть это может быть не перечень условий, которые нужны для того, чтобы понять, когда мы пишем «ы» или когда мы пишем «и» после «ц», после приставок. Но это могут быть и другие варианты, да, оформления этих правил. Уважаемые коллеги, безусловно, в нашей практике много разного рода диктантов. Ну вот и тоже как рекомендация чаще использовать выборочные диктанты, когда детям среди тех 10-15 слов, не более, потому что потом внимание рассеивается, уходит очень много времени на то, чтобы дети сосредоточились. Но вот использовать выборочные диктанты для того, чтобы ребята, после того, как вы обобщили орфографическое правило, вот как раз работали, например, только с глаголами, находили только глаголы, в которых нужно выбрать написание суффикса «ыва», «ива». При этом в диктанте могут быть глаголы с суффиксами «ова-ева», но акцентировать внимание детей можно только вот на эти два суффикса. Коллеги, это очень интересный вид работы, потому что все равно дети будут про себя проговаривать все слова, а выбирать будут только по вашему заданию. Уважаемые коллеги, ну вот теперь посмотрите на следующий момент. Это пунктуационные нормы. Я их уже называла в начале нашего семинара. И посмотрите, пожалуйста, на то, какие виды заданий очень эффективны тогда, когда мы обобщаем с детьми пунктуационные нормы. Очень, конечно, эффективны не только задания на обоснование, а на составление подобных типов предложений. Но и для того, чтобы у детей было поле для размышлений, была тема, конечно, можно использовать иллюстрации, ряды фотографий, можно обратиться к примерам, к литературному произведению, к художественному произведению, которое вы изучаете вот сейчас, допустим, на уроках литературы, и оттолкнуться вот от того сюжета, от того эпизода, который был, например, на предыдущем уроке прочитан. И, соответственно, составить подобный тип предложения или найти тип предложения вот в тексте, который вы читаете. Конечно, очень эффективны мини-пересказы, особенно если мы просим во время мини-пересказа использовать, например, исключительно предложения с однородными членами, ну или предложения с прямой речью. Ну, вот это касаемо 5-6 класса. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что в 7-8 классах перечень пунктуационных норм, которые дети знают, увеличивается. И вот те примеры, которые вы сейчас видите, взяты непосредственно из описаний всероссийских проверочных работ. Ну, вот давайте мы с вами обратим внимание на то, что детям можно разнообразить задания следующим образом. Конечно, в 7-8 классах важно, чтобы дети запомнили осложняющие компоненты, предлагать такой вид работы, как подбор осложняющих компонентов. То есть, чтобы дети сами понимали, что сейчас в предложении важно. Причастный оборот и причастный оборот, сравнительный оборот, или для связи между предложениями и между абзацами в тексте важно, чтобы были вводные слова или вводные конструкции. Коллеги, вот здесь очень уместны тематические мини-зачеты по отдельным правилам, например, только по предложениям с уточняющими членами или только по предложениям с вводными словами, потому что мы с вами понимаем, что вот как раз эти задания тоже вызывают потом сложности в 9 и в 11 классах. Конечно, это могут быть разного рода обобщающие практикумы, например, по редактированию грамматических ошибок. Вот тогда, когда ученик редактирует грамматические ошибки, допущенные при построении предложений с однородными членами, он, конечно, еще раз обобщает представление о том, а что такое однородные члены вообще, и как соблюсти этот принцип однородности. Итак, уважаемые коллеги, вот такие виды работ можно еще порекомендовать тогда, когда мы с вами готовим детей к списыванию текста.
А здесь буквально 2-3 слова только еще добавлю по поводу грамматических разборов. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что в основе всех грамматических разборов у нас, конечно, лежит план. Но мы с вами понимаем, что этот план есть в учебнике, но гораздо более важно, чтобы этот план дети использовали как инструмент для оценивания своей работы. То есть, вот они только что выполнили словообразовательный разбор. Здесь, конечно, немного пунктов в плане, но тем не менее. Замечательно, когда у ребенка есть задание, которое предполагает, что ребенок отмечает в этом плане: этот пункт плана выполнен, то есть этот шаг выполнен, я определил, от какого слова образовано данное слово, и определил правильно. Следующий пунктик плана я определил, с помощью какой морфемы образовано новое слово. Следующий пунктик плана я определил способ образования и определил тоже правильно. И вот, допустим, где-то на этом шаге была ошибка. И вот как раз тогда, когда мы разного рода планы и алгоритмы мы с вами используем для того, чтобы ребенок проверил свою работу, мы включаем с вами механизмы памяти, активные механизмы, и ученик еще раз и еще раз обращается к этому плану. Но не для того, чтобы заучить этот план, а для того, чтобы использовать его как инструмент самопроверки. Уважаемые коллеги, вот теперь обратимся с вами к смысловому анализу текста. Посмотрите, пожалуйста, примеры. Это тексты, которые предлагали детям в прошлом, позапрошлом годах, вот как раз в рамках ВПР в 5 классе. Посмотрите, какие они интересные, эти тексты. Первый текст «На Руси солонка» всегда была предметом очень почитаемым. Мы с вами отнесем к публицистическому стилю речи. Я лежу в окопе на разосланной шинели и долго гляжу вверх в синюю бездну летнего неба. Конечно, это художественный стиль речи. И посмотрите на жаворонка. Жаворонок коричневый, с темными пестрянками и крапинками. Такая окраска помогает ему прятаться от врагов. Мы понимаем с вами, что это научно-популярный стиль речи. И вот тогда, когда мы учимся работать с текстом, мы обязательно обращаем внимание на тип речи и на функциональный стиль речи. Вот без понимания этих основ, конечно, сложно потом говорить об основной мысли и о плане текста. Итак, уважаемые коллеги, важно при работе с текстом определять замысел автора. То есть мы, условно говоря, задаем детям вопрос, собственно говоря, что хотел автор с помощью этого текста описать или объяснить? Был ли это какой-то процесс природный, например, или это животное, растение, или какое-то явление? Может быть, автор и вовсе не хотел описывать, может быть, он хотел рассказать. И мы с вами знаем, что и в 5, и в 6, и в 7 классах есть специфические тексты в рамках всероссийских проверочных работ. Это тексты в научно-популярном стиле об историческом или культурном событии, об исторических лицах, об общественных случаях. Уважаемые коллеги, очень важно, чтобы ребенок определился с тем, что это и не описание, и не повествование, а это размышление. Например, размышление о взаимовыручке, о такой общечеловеческой ценности. Коллеги, мы с вами знаем, что в рамках нашей программы по русскому языку как раз и можно с детьми работать вот с замыслом автора, идя через тексты и понимая, что те стили речи, которые ребенок изучает в 5, 6, 7 классах, они и ориентированы на то, чтобы мы с детьми говорили о том, с помощью чего автор воплощает свой замысел. Это образы художественные, или это понятия, как, например, в тексте о жаворонке, или это разного рода призывы, обращения к читателям. Итак, уважаемые коллеги, вот для того, чтобы дети справлялись с теми заданиями, которые у нас есть к текстам в рамках всероссийских проверочных работ, нам нужно, конечно же, акцентировать их внимание на замысле автора, для чего автор написал этот текст, и на том, как он этот замысел воплотил. Конечно, очень осторожно нужно этот анализ проводить с детьми, в том смысле, что не весь объем материала, который у нас есть в 10-11 классе при подготовке к ЕГЭ, мы можем здесь предложить детям. И тем не менее проговаривать замысел коммуникативно очень важно.
Ну вот предложу вам еще один вид работы. Это работа, собственно, с текстом по анализу текста. Это 5 класс. Смотрите, пожалуйста, на первое предложение. Автор пишет: «Летом я жил на даче, и воры у меня ее украли». Коллеги, по сути, что мы узнаем? Что это происходило летом? Что мы узнаем? Что это была дача? Узнаем, что есть воры, и что они украли. И главное, они же украли ее. То есть мы можем задавать вопросы, и эти вопросы будут детей ориентировать в тексте. Итак, дети узнают время, место действия, события узнают и понимают, что это конфликт, ну, по крайней мере, между владельцем и между непойманными ворами. Но, уважаемые коллеги, здесь возникают и другие вопросы. Мы же не знаем, а что украдено-то? Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, вот такая цепочка вопросов, батарея вопросов помогает нам понять, что этот тип речи будет, скорее всего, повествование, потому что нам уже указаны существенные признаки повествования: время, место, события, герои. Уважаемые коллеги, мы, конечно, с вами понимаем, что план по этому тексту как раз и будет предполагать, что мы развитие события с вами увидим. Итак, уважаемые коллеги, а вот теперь смотрите, собственно говоря, что украли, у кого украли. Итак, посмотрите, работаем с ключевыми словами. Большая собака, такая дивная собака, моя собака, умная собака, моя собака. Вот что было украдено. Коллеги, а работа вот с этими ключевыми словами и словосочетаниями, которые повторяются по всему тексту, помогает нам как раз выйти потом на основную мысль. Вот первая работа, да, которая была представлена на этом слайде, она помогает нам выйти на пункты плана, а вот работа с ключевыми словосочетаниями помогает нам выйти на основную мысль. Итак, уважаемые коллеги, была украдена собака, но еще один вопрос: а удалось ли ее вообще вернуть? И мы с вами видим, можем разделить, да, на поступки, которые совершил, собственно, рассказчик, и на поступки, которые совершили те, кто украли. Итак, непонятно, кто ее украл и как она попала. Наверное, ее привезли. Наверное, хотели продать. И вот еще одно действие. Убежала. Собака убежала и долго бегала, а потом нашла свой дом. Да еще и смогла подняться, полежала, увидела, что никто не открывает, взяла и позвонила. Коллеги, посмотрите, вот как раз работа с тематическими группами слов. Тематическая группа слов, которая относится к собаке. Тематическая группа слов, которая относится, собственно, к поведению воришек. И потом мы видим с вами тематическую группу слов, которая позволяет понять отношение рассказчика к своей собаке. Вот эта работа помогает детям проникнуть в основную мысль текста. И рассказчик дорожит своей собакой, и собака чувствует связь с рассказчиком, потому что это отношение, конечно, привязало собаку к рассказчику, иначе бы она не была так верна и, наверное, бы не нашла свой дом. И уж точно бы не стала подниматься, да еще и звонить. Но собака крупная, поэтому вот она смогла позвонить в дверной звонок. Итак, уважаемые коллеги, вот еще раз перед вами варианты заданий, которые нацелены на смысловой анализ текста. И тоже посмотрите, здесь они не случайно скомпонованы, 5, 6, 7 класс. На самом деле все виды заданий, и те, которые позволяют только факты извлечь, какой, для чего, какие, и те, которые ориентированы на анализ причинно-следственных связей. Зачем, почему, для чего, каким образом. Вот на самом деле все эти типы заданий мы должны использовать и в 5, и в 6, и в 8, и тем более в 9, 10, в 11 классах. Ну вот на уровне основного общего образования для подготовки к ВПР, а в 9, 10, 11 классах как раз для подготовки и к экзаменам. И еще раз повторю, с одной стороны мы говорим подготовка к оценочным процедурам, а с другой стороны это те виды речевой деятельности, которые очень важны и в профессиональной деятельности. Вот, коллеги, посмотрите, пожалуйста, вот тоже как раз вариант задания по этому тексту. О чем же пожалел рассказчик, когда собака вернулась домой? Вот такое задание было сформулировано для детей. И мы опять возвращаемся к началу рассказа. Собака была украдена, но это начало рассказа. А нам нужно четко локализоваться. О чем пожалел рассказчик, когда вернулся домой он сам?
и когда вернулась собака. То есть речь не о том, когда он жил на даче, а речь о том, когда он уже вернулся домой. Вот тогда, когда мы готовимся к выполнению этого задания по извлечению информации, очень важно, чтобы дети выделили ключевые пункты вопроса. Вот если ключевые пункты вопроса не выделить, то и ответ, конечно, будет другим. Вот посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, смотрим на начало текста. Это сожаление в начале текста, летом на даче украли, не мог найти. Это в начале текста. А нам-то нужно, вот как раз в конце текста, прошу прощения. Сожалел-то он о том, что собаки не умеют говорить, иначе бы собака, дивная его собака, любимая умная собака по имени Джим, конечно бы как раз и рассказала, да, что с ней произошло. Это, коллеги, обратите внимание на то, что не так просты формулировки тех вопросов, которые нам дают в рамках всероссийских проверочных работ. Вот, уважаемые коллеги, мы с вами будем завершать и рассмотрим вот последнее тоже задание. Определите основную мысль текста. Понимаем, что это одно из таких сложных заданий при работе с текстом. И давайте посмотрим на то, что нужно детям напомнить перед тем, как они будут работать с основной мыслью текста. Вот по сути, если мы работаем с публицистическим текстом, то основной мыслью будет тот призыв, то риторическое обращение, которое автор адресует читателям. Если это художественный текст, то, конечно, мы с вами понимаем, что это будет вот та авторская оценка произошедших событий, о которых и говорится в тексте. Если это научно-популярный текст, то, конечно, мы с вами понимаем, что это будут, например, те выводы, которые ребенок должен сделать тогда, когда проанализировал историческое событие, о котором шла речь. И вот, кстати говоря, есть достаточно интересные тексты, которые используются в рамках всероссийских проверочных работ, например, посвященные войне 1812 года. Казалось бы, настолько далеко от нас это историческое событие, и тем не менее детям нужно сделать выводы о том, а какова же основная мысль этого текста. А вот как раз основная мысль текста, которая посвящена Наполеону, ориентирует детей на, вот, на самооценку, да, этого события, на выражение своего отношения к тому, что происходило тогда в России. Уважаемые коллеги, вот при работе с этим текстом я предлагаю детям вот такой ход мысли от замысла автора. То есть мы еще раз произносим, а какой был замысел автора? А автор вообще-то хотел рассказать о том, как у него украли эту дивную собаку и как она чудесным образом вернулась сама. А это значит, что она сама была привязана к хозяину и хранила ему верность, была ему верна. И вот как раз основная мысль этого текста: собаки очень преданы, настолько преданы, что могут сами найти дорогу. Уважаемые коллеги, вот, пожалуй, и все, что можно было бы сегодня с вами обобщить, представить по всероссийским проверочным работам. Уважаемые коллеги, у нас с вами есть немного времени, предлагаю вам перейти в чат. Если у вас будут вопросы или если у вас будут какие-то вот пожелания, может быть, рекомендации как раз другим коллегам по поводу того, а какие вы ресурсы используете или какие вы могли бы вот как раз ресурсы предложить другим своим коллегам, то вы, конечно, можете поделиться или задать какие-то уточняющие вопросы, которые у вас возникли вот во время того, пока вы сейчас присутствовали вот на семинаре. Угу. Уважаемые коллеги, я вас тоже благодарю, я вижу ваши благодарности, но тем не менее, если есть вопросы, то, конечно, задавайте эти вопросы. Уважаемые коллеги, я пока не отключаю. Если появится, задайте, конечно, вопросы. Уважаемые коллеги, напомню, что работа со всероссийскими проверочными работами, извините меня за повтор, будет продолжена уже 22 февраля. Я, безусловно, желаю вам профессиональных успехов в развитии разных видов речевой деятельности учащихся. Взаимно вас благодарю за внимание. И, уважаемые коллеги, мы тогда с вами работу будем завершать. Всего доброго, до свидания.
Интернета, что ли, нет?
собираюсь, у меня уже время поджимает, все. Ладно, давай, я собираюсь. Угу. Давай, я тебе забыла, завтра у нас экзаменационная работа в 11 классе, пришлось кабинет оформлять. Я, Сереж, ты сказала, что иду домой? А, баба.